В силу суровых природно-климатических условий и отдаленности от большой земли завоз грузов доставляется только речным транспортом. Общий расход дизельного топлива на выработку электроэнергии всего района составляет 9 миллионов 9 тысяч 300 тонн. Топливо нам вот на этот период в этом же количестве завозит Энерготранснаб. Все оно сосредоточено, значит, практически на складе ГСМ «Батагай» вот, и на нефтебазе Саханефтегазсбыта. Вот. У нас склад ГСМ очень большой, вот, тоже, значит, более 9 тысяч тонн. В нем мы размещаем порядка 7 тысяч тонн. То есть 2 тысячи, там 2,5 обычно на нефтебазе. Дизельными станциями Арктического района вырабатывается 34 миллиона 500 тысяч киловатт-часов энергии. Львиную долю из них в количестве 22 миллионов 800 тысяч киловатт-часов составляет поселок Батагай. В сутки потребляем мы 16 тонн топлива, вырабатываем 71 тысяча киловатт. Да. Сейчас в работе 4 дизель-генератора, в резерве 6 штук, 1 консервация стоит. Впервые в условиях крайнего севера в поселке Батагай в июне прошлого года введена в строй солнечная электростанция мощностью 10 киловатт. Самая крупная станция на вечной мерзлоте является 5-й по счету в Верхоянском районе солнечной станции. Именно сюда с панелей, значит, у нас приходит электроэнергия, постоянный ток, понятно, и вот 20, значит, в одном шелтере, значит, этих инверторов и 20 в другом. Вот. Все они, значит, собирают с панели электроэнергию и, значит, постоянный ток вот приходит там на подстанцию, которую мы мимо прошли. Вот. И там уже, значит, преобразует ее, значит, уже переменный ток 380 у нас. Вот, вольт преобразуется в 6 киловольт, который идет на солнечную станцию. Альбина Павлова, НВК Саха, Батагай.